Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Органы службы занятости Якутии продолжают содействовать трудоустройству участников спецоперации и членов их семей в приоритетном порядке. Более подробно поговорим об этом сегодня. Гость студии Георгий Борисов, заместитель председателя Государственного комитета занятости населения Республики Саха-Якутия. Георгий Иванович, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите для начала, пожалуйста, какие программы вообще у нас поддержки для участников своих семей сейчас существуют, действуют и как к ним присоединиться, и какие результаты уже достигнуты на сегодняшний день? Да, действительно, все меры господдержки, которые реализуются в рамках наших мероприятий в области содействия занятости, они для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, а также для членов их семей реализуются в приоритетном порядке. Это начиная с профориентации, информирования, заканчивая трудоустройством, профобучением. Все эти меры в приоритетном порядке. Кроме этого, имеются меры, которые поддерживают, стимулируют работодателей. Это, во-первых, в рамках национального проекта «Кадры» реализуются два мероприятия. Это субсидии для работодателей, которые, во-первых, создают рабочие места, оборудуют рабочие места. Для инвалидов первой, второй группы, это просто все инвалиды, да? А для участников специальной операции, имеющих инвалидность, группа не имеет значения. И эта субсидия предоставляется работодателям для того, чтобы они закупили оборудование, установили ее, монтировали. Субсидия до 200 тысяч рублей. Второе мероприятие – это субсидия при трудоустройстве участника специальной военной операции. Там есть отдельные категории граждан, в том числе инвалиды, освобожденные, родители одинокие, многодетные родители, имеющих несовершеннолетних детей, а также детей-инвалидов. Ну и, конечно, это ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, операции в ЛНР, ДНР и члены семей погибших, умерших в ходе выполнения специальной военной операции. Здесь выплачивается работодателям субсидия на возмещение заработной платы в размере минимального размера оплаты труда с районным коэффициентом, с северными надбавками. Эти два мероприятия, они финансируются за счет бюджета Социального фонда Российской Федерации. Также уже у нас в республике много лет действует закон о квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В рамках данного закона тоже квотируются рабочие места для участников специальной военной операции, членов их семей. В этом году заквотировано 914 рабочих мест. Из них где-то 670 работают, то есть выполнение порядка 76%. В этом отношении мы отрабатываем с работодателями по исполнению квоты, в том числе по аренде рабочего места. И в этом году в этот закон правительством уже одобрен законопроект, который предусматривает отдельную категорию участников специальной военной операции, при котором это квотируемое рабочее место увеличится до 3–3,5 тысяч. Это не менее рабочих мест. И с этого года реализуется новое мероприятие субсидирования найма, тоже направлено на поддержку работодателей. Выплачиваются, это в рамках тоже данного закона, те работодатели, которые выполняют квотируемые рабочие места, могут заявиться и получить возмещение на заработную плату тоже нанятых работников, участников специальной военной операции. Сколько участников специальной военной операции нашли работу через центр занятости и какие вакансии для них сейчас актуальны и востребованы? Да, участники специальной операции обращаются в центр занятости. В этом году более 300 человек обратились в службу занятости в поиске подходящей работы. Это и участники специальной военной операции, 120 человек, и члены их семей. Из них 51 участник специальной военной операции сейчас трудоустроены, и 149 членов их семей тоже
уже трудоустроены. Некоторые открывают собственное дело, вот 12 человек открыли собственное дело из этого количества, и проходят профессиональное обучение. 17 человек на данный момент проходят профобучение или завершили. Вот, они обучаются в основном по программам электрогазосварщика, слесаря, там, монтажники, водители. Те, которые хотят открыть собственное дело, обучаются основам предпринимательской деятельности, и обучаются на операторов котельных и так далее. В основном это такие рабочие квалификации, которые очень востребованы для рынка труда республики. А можно ли вот пройти в центре занятости переобучения вот, или повысить квалификацию, чтобы найти более вот подходящую работу? Да-да-да, например? вот как раз я об этом сказал, что они проходят вот эту переквалификацию, и потом по итогам получения данной новой квалификации, которая у них, может быть, они не имели профобразования или имели другое образование, они получают именно востребованную квалификацию и трудоустраиваются. Когда вот планируется следующая ярмарка вакансий для участников вот СВО, и чем она будет вот отличаться от предыдущих? Ярмарки вакансий организуются систематически, они направлены на информирование, научную или по ВКС связь с работодателями, которые имеют потребность в работниках. Это очень тоже эффективный механизм. И в этом году во всех центрах занятости, они имеются во всех районах республики, в городе Якутске. Вот, и организовываются такие ярмарки, специализированные ярмарки для участников специальной военной операции, проводятся единые дни, вот, в рамках которого наши граждане могут воочию как бы переговорить, пройти собеседование работодателей и по итогам трудоустроиться. Следующая ярмарка планируется где-то в конце октября, в ноябре. А нововведения какие-то будут или нет в следующем году? Или пока неизвестно? Ну, нововведения это, вот эти мероприятия в рамках национального проекта в этом году реализуются. Новое мероприятие по симулированию найма, которые имеют инвалидность и трудоустраиваются в рамках квоты. Вот эти мероприятия нововведения, а по ярмаркам особо таких нововведений нету. И просто мы меняем как-то форму, чтобы повысить эффективность данных мероприятий. Вот какие отзывы есть о программах помощи и какие вот успехи уже есть у участников, например? Да, такие практики есть. Например, вот я сказал, что вот эти ярмарки, да, в рамках ярмарок, например, в этом году человек в Нерюнгринском кадровом центре обратился, участник специальной военной операции в марте. В апреле проводилась ярмарка, всероссийская ярмарка трудоустройства. Это очень большая ярмарка, которая проводится по всей стране одновременно в один день. И у нас в республике тоже стартует во всех центрах занятости тоже в один день. И вот на такой ярмарке человек переговорил с представителем Якутугля, прошел собеседование и в конце апреля уже трудоустроился туда ремонтником 1-5 разряда. По итогам тоже ярмарки трудоустроился человек в Колмар по профессии электрогазосварщик, в Ленском районе, в Алмаздортрансе трудоустроился стропорщиком. Вот такие результаты есть. В основном это, конечно, в части промышленности, но есть и те, которые работают с нашей молодежью, с подрастающим поколением. Вот, например, человек, участник специальной военной операции, встал на учет в центре занятости Амгинского района и трудоустроился в Амгинский центр творческого развития педагогом доп. Образования. Также человек, участник специальной военной операции, трудоустроился в Горном районе при администрации инструктором по физической культуре. Есть такие практики, и, как вы все знаете, тоже по линии системы образования, общего образования, в каждой образовательной организации сейчас требуются организаторы по патриотике и так далее. Вот здесь как раз таки участники специальной военной операции очень востребованы. Вот какие шаги нужно предпринять участнику спецоперации, чтобы вот получить поддержку и оформить заявку для участия вот в кадровых программах? Да, если человек
хочет как-то найти себе работу, подходящую работу, ему надо обратиться в центр занятости. Для этого они могут как очно явиться в центр занятости, так и приветствуется заочное. То есть можно даже из мобильного телефона подать заявку на поиск работы. Это портал «Работа в России», «Труд всем». Многие уже данной системой пользуются и через вот эту систему подают заявление в Центр занятости. Наш представитель также сидит в Госфонде «Защитники Отечества». Вот, мы знаем, что все практически участники специальной военной операции туда подходят, да, и можно уже подойти к нашему специалисту и получить подробную информацию, как можно искать работу, найти работу. Вот, и получается, если вы обратитесь в Центр занятости, будут вам предложены весь спектр мер, которые уже в последующем будут реализованы и направлены для того, чтобы участник специальной военной операции, члены их семей могли найти себе работу и обеспечить себе будущее. Давайте еще раз напоследок напомним нашим телезрителям, на какой сайт нужно заходить, куда нужно подойти, и вот до какого числа, может быть, есть какие-то краткие сроки, когда можно подать заявку. Сайт trud7.ru, или можете подойти по месту нахождения, даже не по месту жительства, а по месту нахождения в центр занятости в районных центрах. В основном они имеются в городе Якутске, и уже обратиться к инспекторам. По срокам, тут сроков нету. Вот, ну, чем быстрее и чем вы мотивированнее будете на поиск работы, тем эффективнее будет трудоустройство. Спасибо, Георгий Иванович, что сегодня к нам пришли, рассказали такую подробную информацию. Надеюсь, было полезно услышать, как вот это устроится именно вот для участников спецоперации. Спасибо, что пригласили. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.